Друзья, на прошлой неделе у председателя Народного собрания Дмитрия Константинова и у некоторых его родственников прошли обыски. Об этом сообщила полиция. Больше информации по этому поводу нет. Но после этого мы видели, что Дмитрий Константинов участвовал в этом корпоративе, который организовал исполнительный комитет. Там же участвовали сотрудники Народного собрания. По информации одного из депутатов был Константинов. Но вообще, что происходило у Константинова, в связи с чем обыски, и напугало ли это все Дмитрия Константинова, переживает ли он по этому поводу? Вот сегодня мы видели некую попытку это все представить, как якобы это на самом деле не обыски у Константинова, а чуть ли не наезд на компетенции Гагаузии, отъем компетенции Гагаузии. Николай Дудогу сегодня пытался это все так представить. В общем, как это интерпретировать и как, скажем так, воспринимать эти обыски, я предлагаю поговорить с сегодняшним гостем. У нас в студии Сергей Афанасьевич Чернев, депутат Нескольких Совета Народного собрания. Господин Чернев, приветствую вас. Здравствуйте. Рада вас видеть, господин Чернев. Ну, давайте с того, с чего я начал, да, обыски. В связи с чем были обыски и что они дали, если у вас есть какая-то информация? По моей информации, знаете, как вот я в прошлый раз вам говорил, да, что тут нету никакой политики, тут есть чистой воды махинации. Что касается уголовного дела насчет спиртзавода, там были вовлечены не только Константинов. Константин туда вовлек и судей, вовлек и прокуратуру. Вот они работали все с парки. И есть такой небезызвестный у нас индивидуум, или как его правильно назвать, Георгиев Вячеслав, по-моему. Он работает то ликвидатором, то вот этим администратором. Который... как ликвидатор. Да. У него уже, он до этого был судим, и сейчас, насколько мне известно, на него возбуждено еще 2 уголовных дела именно по вот этим махинациям. И тут никак не может получиться, если вот это не будет работать все вместе. Понимаете, почему? Потому что там нарушение суда. Во-первых, должна прокуратура консультировать тебя, делать его законную часть. И в худшем случае сразу это дело прикрыть. Если дело возбудится, как бы не дай бог, что получается. И тут Константинов вот это все отрегулировал, стал там администратором. И дальше все шло по накатанной схеме, которая шла еще с 90-х годов. Вот Константинов у нас разводил колхоз-гигант, мы потом попозже чуть-чуть к этому вернемся. И все вот эти дела в оконцовке, когда возбудились, прикрыл, будучи прокурором, Кыльчик. Подождите, давайте для наших телезрителей. Вот сегодня Дудогла на заседании Народного собрания сказал, что пытался представить, так все якобы знают, что этот... Вы говорите об этом спиртзаводе, я правильно говорю, да? Известная история, вы ее рассказывали в прошлый раз, что один из бывших администраторов, который трагически погиб там в аварии, да, на него якобы было это предприятие, оформило официально, да, то есть как бы и... Якобы Константинов хотел получить это обратно, после того, как он ушел в мир иной, да? Все правильно. У этого человека было 40 гектаров виноградников. 4 года... В том числе и константиновские, да? Нет, чисто его виноградник, которую продукцию брал в течение 4 лет, брал 3-4 лет, брал Константинов. Получал, он не расплатился. Остался должен за 2 или 3 года, зарплату тоже не платил. И когда встал вопрос насчет зарплаты, вот тогда все вот это и началось. И Дудоглу надо было поднимать тогда вопрос, когда Константинов начал делать похороны этого парня. Когда наши вулканические ребята, сельхозники, многие здесь камрадские, пришли помогать жене, чтобы денег дать, чтобы на похороны. Почему? Потому что они понимали, что в этот момент она сидит без копейки денег и даже не на что похоронить. Константинов взялся хоронить вот это Михаил. Взялся все похороны, сказал, ребята, дайте деньги сюда, я обеспечу все похороны. И в оконцовке, когда давал зарплату, он вычел даже венки, венки, которые покупал за свои, и он вычел с этого человека зарплаты. Я не удивлюсь, даже венок, который ложил Константинов, он сам и за это заплатил тот же человек. И Дудоглу надо было поднимать тогда вопрос, когда весь Камрад вот это видел. А не сейчас, когда делать из мухи слона. Это ни в коем случае не политика. Плюс, я вам скажу, у него еще одно уголовное дело будет у Константинова. Почему? Потому что он тоже мошенническим путем отобрал фруктовый сад где-то площадью 50 гектаров около села Бешалма. Тоже человек был вынужден уехать. Там было возбуждено, он написал заявление, и было возбуждено в ноябре 2020 года по статье 190, часть 5, мошенничество в крупных размерах, было возбуждено уголовное дело. Против Константинова. Да, против Константинова. Опять, которое непонятным образом прикрылось, когда господин Кыльчик был прокурором Гагаузии. Плюс господин Кыльчик, этот...
Этот Кыльчик, которого Константинов хотел сделать Да, прокурором Кыльчик, Гагаузии. он работал прокурором Гагаузии. И когда я был... Исполняющим обязанности. Да, исполняющим обязанности. Я был председателем района. Кыльчик у нас был председателем, прокурором Вулканежского района в течение 11 лет. Хотя он был незаконно, больше 10 лет не имеет. Его тогда Стояноглу держал на этом месте. И Кыльчик... Я к нему пару раз обращался по гиганту. Почему? Потому что там было незавершенное... Колхоз-гигант, вы имеете? Да, по колхоз-гигант, миллионер колхоз, который было незавершенное правительство, который мошенническим путем опять забрал Константинов. Я обращался к Кыльчику как к прокурору, чтобы мы навели там порядок и сделали. Кыльчик на это никак не реагировал. И Константинов, пользуясь этим, то, что не реагирует, то, что пользуясь вот этим беспределом, избил у председателя района, до меня был председателем района Федор Георгиевич Терзи, он при нем избил покойного Ивана Георгиевича Георгиш. Встал и ударил его так, и сбил за столом. За то, что тот начал требовать долю колхозников как бы обратно. Вот кто такой господин Кыльчик. И тут нету никакой политической подоплеки. Тут чистой воды уголовщина. И почему Константинов сейчас молчит? Потому что, понимаете, при обыске были изъяты документы бухгалтерии, которые он думал, что он скрыл. Плюс, ну, как вам сказать... Где они были изъяты? У него дома, у родственников? У родственников там очень близкой, как бы родственницы господина Константина, он не доверяет никому, даже я так понял, он супруге не доверяет. И он отнес туда коробку с документами, которые изъяли там, у этой женщины как бы дома. Вот так. Вот изъяли, которая была там или черная бухгалтерия, или что, я как бы не в курсе, но там очень важные документы, которые... Это уже после корпоратива или до корпоратива? До корпоратива. А с корпоратива, видно, его жена выгнала из дома, и он пошел туда попрыгать, чтобы чуть-чуть отодвинуться. И как говорится, вот так, Когда знаете... узнала про родственницу? Наверное. Да. И тут, как говорится, есть такая пословица: напрасно думать, вот так вот, знаете, что мудрость приходит с возрастом. Знаете как? Как бы с возрастом дурак с возрастом не мудреет, он просто становится старым дураком. Вот то, что творится у нас сегодня в Народном собрании. И то, что сделал Константинов сегодня, пытаясь перевести вот это в политику, он сегодня просто обманул и Кишинев, обманул и вот это Народное собрание, которое сегодня за него хочет встать. Ну, я думаю, тоже... Что-то я не видел там энтузиазма встать за него. Кроме Дудогла и Люшуржина. Ну, я так думаю, знаете как, почему эти два кадра орут больше всех? Они же больше всего и орали вот здесь, что наш Башкан и Евгения Гуцул. Да. Плюс, я думаю, у господина Узуна тоже в скором времени будут проблемы. Почему? Потому что, я так понял, он сделал на 2 миллиона лей, сделал благотворительно, сделал какую-то дорогу. Не то в Дизгинже, нигде. Я вот Узун сделал благотворительно. Да. Вот так. Уже и смешно. Получается, фирма, которая в течение 4-5 лет не показывала прибыль, и 2 миллиона сразу кидает вот так денег на благотворительность, на дорогу, у правоохранительных органов, и, естественно, встают вопросы по этому поводу. Вот что, я думаю, гложет их больше всего. Почему? И когда Дудогла говорит, что следующий будет я, следующий будет он, так не нарушайте законы, не бойтесь ничего. Я так это считаю. Значит, хорошо, что дальше? Вот у него прошли эти обыски. Так все же пытались, они как бы нет больше информации, попытка манипулировать этой информацией о том, что якобы этот завод его, этот завод не его. Дудогла пытался это представить, что якобы нет никакого процесса несостоятельности, это завод не господина Константинова, что вы здесь сидите. Ну, знаете, я не пойму. А кто-то еще из депутатов вовлечен в процесс несостоятельности? Да, есть еще один депутат, который тоже будет иметь скоро очень большие проблемы. Можете назвать его? Ну, он знает. Я как бы со всеми депутатами в очень хороших отношениях. Я некоторых из них уважаю. Вот так, знаете как. Пускай не будем разглашать тайну следствия, или как она говорится. Вот так. И сегодня, когда Дудогла встает за Константинова, Николай Харламович, я вообще не пойму. Да, он позавчера этого Константинова, значит, поливал грязью, на чем свет стоит, что якобы он его сделал, а сегодня он встал на его защиту и пытается это представить, что якобы он на самом деле становится не в защиту Константинова, а в защиту Гагаузии. Причем здесь интересы Гагаузии, я не совсем понял, как бы, но объясните, что происходит, почему Дудогла сегодня защищает Константинова? Все бегают, хотя как бы они друг друга терпеть не могут. Бегают и борются за кошелек Шора. Давайте вот так назвать эти вещи своими именами. И то, что Дудоглу, когда пошел на второй тур на выборы, и ему Шор пообещал, что его поддержит, его никто не поддерживал, кроме господина Кюлафле. Все господа, Узун, Михаил Влах, Константинов, все вот эти панов, все работали против Дудоглу. Почему? Потому что они работали на Анастасова. Они понимали, что если выйдет Дудоглу и станет примаром, то эти люди сразу станут не нужны. И они просто его закопали до этого.
Вот и все. А он... То есть он бы замкнул на себе все финансовые Да, потоки? он бы замкнул на себе все финансовые потоки. Вот в чем была проблема. Вот и все. И эти закопали его до этого. И то, что он сейчас, сегодня опять встал туда, я его не могу понять. Я его не могу понять. Мне сегодня стыдно за вот этих депутатов. Кузнецов, которые обзывают здесь Гагаузов тупыми яшаками. Они сегодня его терпят здесь. Выходит у нас один там горе-патриот, деятель. Вот здесь и поздравляют. Спасибо Илан Мироновичу, что он создал Гагаузию. И где был Илан Миронович, где была Гагаузия? Илан Миронович сегодня вор, который пришел в Гагаузию воровать. Ребята, опомнитесь в конце концов, что вы делаете? Хорошо, а что дальше? Вот каков ваш прогноз на будущий год? На будущий год, Михаил, у меня прогноз очень простой. Если не посадят нашу уважаемую табуретку, как я ее называю вот так, и не распустится народное собрание, Гагаузия перестанет существовать. Почему? И в этом не виноват Кишинев. У нас были, знаете как, вот во главе были коммунисты Гагаузии. Потом были у нас интеллигенция, которая там туалеты строила, за которые снимали ее, а потом коммунисты. Потом были у нас артиллеристы, которые разворовали половину пшеницу и пропала куда-то вся гуманитарное дистопливо. Потом был у нас политик по профессии, политик, который даже книгу написал, хотя эту книгу надо было переиначить, каким местом и как я стала политиком. Слушайте, давайте про женщин. Место может быть и голова, может и руки. Я не имел ничего плохого. Ну, я уточнил просто. Да, как и почему стала политиком. После у нас сейчас уже вообще мы не поймем, кто она. Телефонные карточки продавала, маникюром занималась или... Кем она вообще была, телефонисткой или вот этим, и она стала башканом. Просто сегодня Шор поиздевался над Гагаузией. И поиздевался он над нашим народом, а наш народ вот это принял. И следующее то, что я вам скажу, Михаил, если вот это пойдет, то Шор на следующий выбор уже должен пообещать нам, вот знаете как, аэропорт у нас один раз прообещали, прошло, второй раз пообещали, аэропорт прошло, третий раз аэропорт не проводили. Я так думаю, следующий проект будет у нас, вырубим вот тут с Кангаза, канал до Черного моря и так потихонечку в океан пойдем. Вот я вот так думаю. Или построим какой-то космодром. Почему Гагаузы, я думаю, на больше уже не клюнут. Сергей Иванович, а вот мероприятие, которое прошло 23 декабря в честь 29-й годовщины образования Гусской автономии, как вы его расцениваете? Заявление и что это было? Вообще, что меня поразило больше всего, не то чтобы поразило, да, как бы удивляет до сих пор, да, вот этой риторики. Они не отказываются. Более того, сейчас мы наблюдаем тот же Леонид Кюся, тот же Иван Бургуджи. Пытаются представить как процесс европейской интеграции, пытаются представить как утрату независимости и суверенитета, ну, намекая, сравнивая это с Унирией, с Румынией, и поэтому как бы якобы Гагаузия имеет право на внешнее самоопределение. Ну, намекают, что если республика идет в Европейский Союз, то мы как бы в Европейский Союз не идем. Знаете, как мы единое целое этой страны. И у нас как бы отдельного пути. Ну, с одной стороны стоит Украина, с другой стороны стоит Румыния, Молдавия. Если вот так, куда мы пойдем? И у нас нет экономики, чтобы мы ее как бы и выдержали, вот это вот экономика, чтобы экономически вот это содержать. Как оценивая мероприятия, вот это, которые они провели? Ну, то, что было, то, что я видел вот так по телевидению, то, что было в интернете, то, что они снимались, там было минимум человек 200-250. У нас сейчас в Вулканешцах свадьбу берут от 2 до 2300. Здесь допускаю, что взяли 1500 лей за вот это мероприятие. Вы путаете сейчас с корпоративом. Я имею в виду мероприятие в честь в честь Гагаузии. В честь Гагаузии. И вот я вам скажу, это сегодня сделали между собойчик, показать Шору, что они собрали людей и списать деньги. Все. Не было ни кого-то приглашено из вот этих старых патриотов, аксакалов, которые сегодня делали эту Гагаузию. Это был между собойчик. А на что они там списали деньги? Ну, каждое собрание людей, как вот сегодня я предлагал, там кто-то вот кричал, что мы будем поднимать народ, будем вытаскивать народ, 400 лей за человека. То, что сегодня там собрались, я думаю, тоже за это списали деньги. Плюс потом опять сели, побухали. Вот и все. Хотя я думаю, что в последнее время деньги Шор сюда уже пытаются, я думаю, что они снимают с бюджета Гагаузии вот эти деньги. Вот так я предполагаю. Почему? Потому что всякий бизнесмен, прежде чем рубль туда вложить, он взвесит все риски и что он с этого будет иметь. Пока Шор здесь имел только одни затраты. Сейчас, я думаю, что они начали работать с бюджетом Гагаузии. И чтобы мы в концовке не офигели от того, какие будут расходы на вот эта елка, которая стоит, то, что вот эти мероприятия делают, то, что делали там вот этот корпоратив. Вот я говорю, что мы просто не упали в обморок. Корпоратив. Что вам известно? Потому что там, как бы, мы посмотрели, по нашим скромным оценкам, где-то 250 тысяч лей потратили.
Я говорю, там было человек 200-250, то, что я видел. Там сотрудники Народного собрания были? Ну, там я посмотрел, вот так, знаете, как были и сотрудники Народного собрания, но в большинстве я видел там вообще незнакомых людей, чтобы они не получилось, чтобы вызвали своих с Кишинева и показать, Сергеева, как, да? да, Сергеева, как мы здесь вольготно живем. И у нас, вот я говорю, свадьба берут 2 300, 2 700. Даже вот свадьбу берут на одного человека. Здесь я допускаю где-то минимум 1500 лей. И вот умножайте вот это скромненько и посмотрите, во что выходит вот эта сумма, то, что они сегодня сделали вот эту гуляночку себе. Вот и все. Ну, опять же, прогноз подводим итоги 2023 года, будущий год, допустим, да, вы уже сказали, что может быть по уголовным делам с Константиновым и с этим самым. Попытка распустить Народное собрание будут. Социалисты как-то ведут себя очень вяло. Опять же, там аргументации серьезной нету в этом противостоянии с Константиновым. Попытка призвать Константинова к отставке или Гуцул к отставке еще будет или уже все? Ну, знаете как, Михаил, вот я как бы думаю, вот это то, что сейчас творится в Народном собрании, это начиналось еще 2-3 года назад, когда были выборы в Народное собрание. Тогда все вот эти силы, включая Константинова, включая социалистов, коммунистов, они попытались, чтобы в Народное собрание не попал я, чтобы не попала Екатерина Федоровна Жекова, чтобы не попала Елена Карамид, костяк, который там работал, который тянул вот это Народное собрание, на которое Народное собрание опиралось. Вот и все. Сейчас социалисты взяли такую, они вроде и нападают, но с другой стороны пытаются кого-то столкнуть лбами, кроме себя. Почему? Потому что есть такое понятие, как двое дерутся, а третий выигрывает вот эти выборы. Хотя у социалистов больше будущего я не вижу. Вот это последнее, то, что было у них вот сегодня, вот это их не последний был шаг. Почему? Потому что люди Даже еще... то, что они выиграли 6 мандатов в примариту, им не поможет? Нет, им уже ничего не поможет. Им уже ничего не поможет. Они все идут по накатанной вниз. Почему? Потому что, вот я говорю, был серп и молот, две, урак körленdi. Вот серп затупился, у молотка сломался черенок. Вот так и социалистическая звезда, она пойдет. По всей стране она уже вниз ушла. Осталось только у нас Гагаузия, но Гагаузия, она держится только на вот этих... В прошлый раз вы про социалистов говорили как-то иначе, более так... Когда они подняли этот вопрос. Михаил, я вам сказал тогда, там две большие, как бы, получается, проблемы. Или Шор начнет покупать, или социалистам позвонят, скажут дать заднюю. Все. Вот я вам сказал тогда... Что произошло? Я думаю, что в совокупности, я не могу сейчас сказать... То есть вы в прошлый раз каким-то образом дали кредит доверия социалистам? Да, дал кредит доверия. Пытались их вдохновить, да? Пытался вдохновить, я думал, что они пойдут до конца. Ну, быстренько они иссякли. Все. И все, больше попыток не будет призвать Константинова? Нет, я думаю, что там включилась какая-то третья сила. Вот я сказал, или пошел денежный мешок, или пошло... Откуда-то позвонили им, сказали, там, вернее, все там получается, Шор имеет очень тесные связи с Додоном. И они могут даже через Додона действовать, а эти ребята наши здесь, как цепные псы, сказали фас, будут кричать, сказали фу, будут молчать. Вот и все. Ну хорошо, но тогда они сами не распустятся. И Башканов, Евгению Гуцул, Евгению Гуцул в отставку не отправят. Ну, знаете как, вот... В отставку они Евгения Гуцул не отправят. Я думаю, Евгения Гуцул уйдет по уголовным делам в отставку. И я очень, терзает меня смутные сомнения, чтобы ее не посадили. То, что творится в Гагаузии, кто-то за это должен будет отвечать. Не будет отвечать кто-то там Саргеева, а будет отвечать действующий Башкан, который все вот это позволял. Вот и все. Константинова, я думаю, уголовное дело дойдет до конца, и Константинов, возможно, будет иметь срок, если, конечно, до этого времени успеют суды отработать. Почему? Потому что я смотрю, у него здоровье очень пошатнулось с вот этими, этими, то, что сегодня творится. Почему? Потому что Константинов обманул всех, включая Кишинев, несколько раз. Не зная, на что он позарился, какую сумму дал ему сегодня Шор, Константинов, если он сегодня, он имел полную поддержку Кишинева, он мог назначать все деконцентрированные... Что он нуждается в деньгах? Насколько я понимаю, в деньгах не нуждается. Знаете как, я думаю, что он нуждается в защите денег. Почему он пошел? Ему нужен сегодня карманный прокурор, карманный сегодня начальник УВД, чтобы полиция и это подчинялись ему. Ну, к большому сожалению для Константинова и большой радости лично для меня, что сегодня закон в Гагаузии потихонечку начинает работать. Вот говорю, то, что сегодня начинает закон работать. До сих пор закон при Ирине Влах, при Константиновой закон не работал. Сегодня пшеницу, которую разворовали, сегодня просто это дело прикрыли. Его, по-моему, уже прикрыли во второй раз. И прикрывал это дело господин Кыльчик, которого пытается сегодня Константинов сделать прокурором, опять протащить. И хорошо, они что, будут и дальше настаивать на Кыльчике?
Знаете как, они могут настаивать на чем угодно. Но сегодня вот то, что сегодня... Даже никого другого не предложат, кроме Кличко? Знаете, как я вам скажу сегодня? Вот я смотрю, структура, как будет работать этот прокурор, если его будут назначать депутаты. Естественно, и предлагать, это будет аффилированный прокурор. Этот прокурор не будет следить за... Прокурор должен быть независимым. И сегодня он может возбудить дело и на меня, и на вас, и на того же Башкана, и на того... Если будет повод. Да, если будет повод. Не, образно я имею. Как бы перед законом все равны, я то имел в виду. Вот таким должен быть прокурор. И я думаю, что вот это то, что сегодня Народное собрание зацепилось за Кыльчика, и сегодня она наоборот этого кадра закопала, хотя его и закапывать не надо было много. Ну, хорошо, а у вас, опять же, вы предполагаете, что они опять его предложат? Нет. Все уже, да? Там уже, я думаю, там другой человек уже. Будут пытаться, почему? Потому что я смотрю, ведут переговоры. Нашли кого-то другого? Да. А кто это? Ну, пока не говорю. Но примерно такой же, как Кыльчик, или который будет продвигать чьи-то интересы, или... Ну, знаете как, если они будут его туда продвигать, это значит, он, естественно, будет чьи-то интересы, он будет зависим. Прокурор сегодня должен назначаться с Кишинева, и прокурор не должен быть сегодня прокишиневским, прогагаузским, он должен быть, действовать с точки зрения закона. Все. Господин Чернев, я благодарю вас, что пришли к нам в эфир. Поделились своим мнением относительно политической ситуации в Гагаузии. Следим за ситуацией и вместе комментируем. Спасибо большое. Все, спасибо, Иван. Да.